Так, assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh do'stlar. Bugun 2 mart dushanba efir boshlarga uladim. 18 kun qoldi. Lekin уже уразаны tutganmiz. Alhamdulillah. Ну, в то же время bu narsaga qo'yg'irta bilasizmi? Ishtilarmikan meni, yo'qmikan? Так, я вроде все открыл, голоса, максимально. Qo'yg'irta, что 12 kun shulay tez o'tib ketgan, za vaqti niq tez o'tgan endi, uch ketarligida. Kunlar suv kabi o'tadi, men o'zim anglolmay qolaman. Вроде бы бездельник, летит все. Тарам-парарам degan kabi. Mana shulay. Nega tema bilan boshlarga da bilmayman. Ko'p turasiz betinde. Поэтому тема будет, как говорится, весна. Первый вчера я не смог, потому что что-то не до этого было, не до эфира. Сегодня решил сделать как-то так, потому что я же, как обычно, живу, как говорится, с соседом. У меня сосед бывает без настроения приходит, как говорится, я тоже как говорится, не могу потом. Сегодня тоже он приперся, но приперся не пораньше, как говорится, я уже, как говорится, был готов. Вот, и, что я хочу сказать, наверное, с такого момента, везде там, честно, когда сосед дома, я не могу новости здесь не всегда бывает дивана, чтобы сидеть. На стуле что-то неохота сидеть тоже. Как-то так. С чего начнем? 2 дня назад я это загружал, и сегодня мне кто-то написал комментарий. Мне ответил комментарий какой-то. Я сейчас его комментарий не могу найти, но как бы со слов, так сказать, с него. И начнем, и дальше потом уже по новостям пройдем. Я не знаю, про него я говорил на последнем эфире или нет. Как обычно. Эрдоган что-то говорит и никогда ничего не выполняет, как говорится. Давайте прочитаем его, что он сказал. Это на русском, ТРТ на русском, как обычно. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган, мы с глубокой тревогой и обеспокоенностью воспринимаем начавшиеся провокации Нетаньяху удары США и Израиля по нашей соседней стране Ирану. На протяжении долгого времени мы прилагали серьезные усилия для того, чтобы разногласия решились за столом переговоров путем диалога. Мы с сожалением воспринимаем сегодняшние утренние удары, которые предоставляют собой явное нарушение суверенитета Ирана и посягают на спокойствие дружества и братского иранского народа. По какой бы причине это ни происходило, мы считаем неприемлемыми ракетные и бесплотные удары Ирана по братским странам залива. Поскольку кризис доверия между сторонами не был преодолен, а Израиль продолжает предпринимать шаги, осложняющий процесс, желаемого результата добиться не удалось. Если не возобладает здравый смысл и рассудительность, и не будет открыто пространство для дипломатии, наш регион рискует оказаться в огненном кольце. Чтобы не пролилась новая кровь и наш регион не столкнулся с еще более страданиями, все стороны, прежде всего исламский мир, должны безотлагательно предпринять шаги. Мы будем управлять этим существительным процессом, исходя из приоритета безопасности нашей страны и народа. Одновременно мы ускорим дипломатические усилия сначала для установления режима прекращения огня, а затем для возвращения сторон на стол переговоров. С точки зрения безопасности границ и воздушного пространства у нас нет проблем. Армия, жандармерия, полиция и разведка принимают все необходимые меры на самом высоком уровне. Турция, как и с первого дня, делает и будет делать все необходимое для урегулирования проблем спокойным путем. Теперь пройдусь чуть-чуть комментарии. Как говорится, кто-то пишет, Дмитрий Марев тоже проявил озабоченность и смеется. Кто это проснулся? Клоун проснулся и хрюкает. Какая к черту дипломатия? Все спокойно наблюдали, когда шла ярая подготовка к этой бесчеловечной бомбардировке. Кто наконец-то поставит на место всех? Бабамурод Исмаилов. Эрдоган является пустословом. Кроме болтовни он ничего не добьется. Зико Захбас.
А ты лично что сделал? А твой президент что сделал? Этот хоть что-то пытается сделать, чтобы люди не умирали. Дальше уже даже смысла нет читать, но как активировались диванные эксперты, что плохого сказал Эрдоган. Эрдоган очень умный политик, он давно сказал умные вещи, и тут понеслось кто на что гораст. Эрдоган, пиздишь как Троицкий. Джахангир пишет, Мирзаев, болтун. Ну, короче говоря, альхамдулля, есть те, которые понимают подобие меня. И кто-то за, кто-то против, сами понимаете. Ну, что я могу сказать, я всегда это буду твердить, наверное, пока это Израиль, как говорится, не, как говорится, лично Турции не будет раздолбан. Вот мы будем наблюдать, когда же эрдоганские слова, уже, я не знаю, 2 года назад, которые он сказал, в позапрошлом году, где-то в сентябре он говорил, что мы войдем в Израиль. Где? Где он вошел? Тут, получается, даже этого даже шиитского, как говорится, Хамини грохнули с семьей вместе. Ну где же Эрдоган? Ну где же Эрдоган? Поэтому, когда люди балаболят, реально балаболят, да, ведь не делают какие-то действия, какие-то дела, это означает, а этот президент не лучше тех, которые над нами. Над Башкортостаном, над Татарстаном, Кадыров чеченский, про Путина уж я даже говорить не буду. Вот из этой категории людей. Поэтому, когда, если вы видели списки крестов всяких, так, это убрали, это убрали, это убрали, а там вроде бы и про Эрдогана что-то, где-то видели, наверное, и еще кто там, Путин где-то там. Вот, понимаете, потихоньку надо всех, по идее, почистить. Это же, как говорится, диктатура. Это же диктаторы, понимаете? И когда я в тот день пару словечек кинул сразу, когда вспоминаю что-то сразу, чтобы сказать, не забыть, ну, что там, ну, ничего хорошего. Если убили, получается, этого диктатора, тут, получается, одна сторона радуется, ну, само собой, иранцы радуются, а с другой стороны, получается, мусульманам почему-то какое-то беспокойство. Каким местом вы беспокоитесь? Вот этот я вопросом озадачен, прям озадачен. Каким местом вы беспокоитесь? Особенно, как я говорил, еще раз повторюсь, русскоговорящие комментаторы. Русскоговорящие комментаторы, вы чем озабочены? Почему вас это волнует? В чем, где вы, получается, хайп поймали, так называемый? Где вы, что вы сделали такого, что для вас, допустим, этот чертовый Иран, получается, что-то вам сделал такого? Что он вам сделал? Или где-то помог, или что? Теперь перечисляем. Первое. Шахида дает Иран Путину. Это раз, косяк. Второе. В Елабуге, Алабуге, это в Татарстане делается шахеды, это чертовые. Это 2. Сегодня еще, если вы смотрели какой-то канал, я увидел, офигевшие россияне, что ли, что такое. Там он как раз-таки поймал хайп, короче, показывает, короче, как эти ушлепки, студенты рекламируют свою зарплату по 150 тысяч в Елабуге. Бегите, бегите за зарплаты, делайте шахеды и так далее, убивайте украинцев. А где тут, как говорится, человечность? Нигде. Везде деньги. Везде работает денежная система. Поэтому то же самое, что на войну за 200 тысяч идете, то же самое шахеды делаете по 150 тысяч зарплаты. В то же время украинцы умирают, в то же время Башкортостан с Татарстаном умирают. Тут, получается, убивают диктатора. Нет, радоваться? Надо же радоваться. Вот как иранцы, надо было радоваться. Кайфовать надо, кайфовать. Они же вот здесь прокайфовали, везде там в Англии, везде они танцуют вместе с евреями. Они же вместе с евреями снюхались, как говорится, иранцы. Кайфуйте вы тоже. Вы-то что, при чем тут вообще? Это, так сказать, ибучая сторона, ибучая, уж материться будем, как говорится, фильтровать базар. Ибучая сторона, как говорится, шиитская, ибучая сторона, получается, она суннитам ничего не сделала. Вон он у меня в комнате один ушлепок, как говорится, живет такой же. Мракобесие. Поэтому после этого, что вы хотите кому доказать? И я же написал, как говорится, башта үзегезне күтегезне сестарта белегез, күтегезне юа белегез, башта. Это всем касается из России, так сказать, псевдомусульманам.
этническим мусульманам, которые пишут: ой, жалко, ой, жалко. Вы же, получается, понимаете, поддерживаете Путина. Вы же идете на пути Путина, потому что Путину это нужно. Путину это нужно, чтобы его народ поддержал каких-то ушлепков из другой страны. Потому что они дружат. Потому что они две вот эти бестолочные страны убивают украинцев. И вот эта поддержка, да, нужна. И в то же время эта бестолочь мочит всю жизнь и своих же земляков. Своих же держит вот в таком капкане, делает убийство еще. В какой вообще стране есть, так сказать, самосуд, так сказать, государство убивает? Только вот в Иране. Как можно в этой стране жить нормально? И как эту страну можно поддерживать? Из России максимально поддержка идет. Зачем? Вы сами рабы. В такой же диктатуре живете, придурки. Вы же такие же чмошники. Эти хоть вышли? Я же всегда говорю, в Сирии бардак был. Аль-Шара порядок навел. И то сегодня увидел 4-5 фотографий арабских стран, которые, как говорится, кланятся, четвером кланятся Трампу и Нетаньяху. Вот шайтанская система, где работает. Понимаете? И где-то там жириновские слова, Жириновского начали вытаскивать, что в Иране будет война. Жириновский говорил про войну. В 99-м году, оказывается. В 99-м году, понимаете? 1999-м. Я еще там, грубо сказать, под стол бегал. Он говорит с двумя, получается, наушниками, значит, он где-то с трибуны, европейской трибуны где-то он говорит. Сурдопереводчик, потому что в ушах у него. Ну, где-то я увидел сегодня. Вот поэтому Башкортостан и Татарстан, я считаю, нам вообще не должно касаться это. Косвенно можем касаться этого. Косвенно. Как? Чтобы понять со стороны, как это происходит революция. Потому что Башкортостан с Татарстаном тоже так же должен уничтожить Москву. Таким же образом. Москва должна вообще покинуть нас. Вот теперь, в тот день я тоже говорил, не говорил, представьте, вы сейчас радуетесь, то, что, точнее, не радуетесь, горюете, а другая сторона радуется. А вы горюете, то, что вот убили человека просто так, туда-сюда. А если бы это прилетело бы Путину, тогда что вы говорили бы? Радоваться будете или тоже будете плакать? Как те тысячи человек, которые вышли там, оплакивают, как говорится, этого бородача. Как вот это все? Поэтому здесь, вот, я даже не знаю, еще даже не смотрел Руслана Айсина, что они сказали там насчет Ирана. Я не смотрел еще Габбасова, там вроде повылазили разные новости. Посмотрим, что они думают, как они думают. Мы потом тоже это обсудим. Попутно сейчас, наверное, где-нибудь мы прочитаем про это. Сейчас пройдем как раз Куштау-Байрам и будем думать, что там вообще происходит. Ну, то, что человек, допустим, если мы сравнивать будем это с Каримовым, Ислам Каримов, получается, сам умер. Ну, сам по себе, да, ведь? А 30 лет мозга делал, грубо говоря. 30 лет минимум он мозга делал всем. А этот 50 чем-то лет делал, грубо говоря, или 40 чем-то лет делал, мозги делал, понимаете? 40 чем-то лет он мозги делал своему народу. После этого, как можно, мы 26 лет терпим Путина, а они 40 чем-то лет терпели это. Понимаете? И не дай Аллах, еще, если бы Путин, получается, пришел бы еще раньше, мы тоже сидели бы, наверное, лет 40 с ним. Без изменения. Вот этого вы хотите? Вот это мне не доходит, вот эта суть, мысль всего, что почему Башкортостан с Татарстаном и другие, как говорится, откликаются, как будто бы ой-ой-ой-ой-ой-ой. А это, знаете, я откуда беру? Вы думаете, я придумываю? Нет. Это с Инстаграма. В Инстаграме прям свежак вылазит. Свежак прям залетает. И комментарии. Я же люблю комментарии читать. Комментарии. О, все. Типа, вот это. Понимаете?
И самое интересное, многие вот говорят, что вот Израиль плохой. Но если Израиль плохой, в таком же контексте, почему вы не говорите, что Путин тоже такой же, Нетаньяху? Такой же Путиньяху. Путиньяху, Нетаньяху, Трампаньяху. Понимаете, вот все вот эти Яху. Яху, Нетаньяху, Яхуди. Понимаете? Нетаньяхуди. Ди где-то он потерял, блин. Получается, Нетан еврей, Нетань еврей. Ну, я даже расчленил его фамилию. Нетань Яхуди, Яхуд, Нетань Яхуд. Да, он себе придумал фамилию. Мы же выставляли уже, как говорится, его фамилия какой-то там Коломоцкий. Не знаю, какой-то. Колокольчиков. Из Польши родом. Нетаньяху из Польши родом откуда-то. Уехал туда и поменял себе Нетан Яхуди. Поставил себе имя. Они же любят придумывать Ивановы, Доберманы, Швабраманы. Понимаете? Все ман. В Германии они так скрылись. А в Русне это Ивановы, Иванчики, болванчики. Все это вот эти еврейчики. Поэтому, считай, вот так посмотришь, на земле такой бардак. Столько бардака. И самое интересное, хочется еще раз повторить, когда вот по 3 минуты, по 5 минут что-то записываешь, не хватает времени, поэтому лучше эфиры, оказывается. На эфире поинтереснее говорить, потому что времени полно, говорим, время уразы, притом, как говорится, надо фильтровать базар. Ну, кстати, фильтруя базар, у меня хорошо получается, баны не приходят на мои YouTube видосики. Бан не приходит, понимаете? И TikTok не закрывают, как говорится, когда я кричу там судью на мыло. Что, вот получается, Башкортостан с Татарстаном здесь, да, ведь вот в такой непонятной ситуации, я думаю, да, ведь что происходит в другой стране, должны, наверное, думать самое главное о своей стране. У вас что происходит там? У вас что происходит? Вот как этот обманутый россиянин, вспомнил этот канал, там одна снимает, короче, крыло орла, говорит, российский орел. И там лед, понимаете? Вот такой, как этот, вот это, как арка или какая-то, аркан, ардан, этот музыкальный инструмент, как это назывался. Так висят, короче, в России где-то там лед. На балконах, на трубах, короче, лед. Некому чистить. Снега навалило, некому чистить. Как-то так. Снега полно везде, а чистить некому. Понимаете, ваши любимые чурки уехали, кинули вас чурки, как говорится. Вон они здесь, в Роттердаме, кайфуют они, как говорится. Ходят по красным фонарям, туда-сюда. Как говорится, вы не нужны, как говорится, вашими дырками. Так, от бублика. Сейчас вот зайдем в Куштау. Где этот Куштау? Я его, если не потерял. У меня просто миллион групп. Найти его. А, вот он, Куштау Байрам. Ну, 87, да, я не заходил. 87 комментариев залетело там. Подряд будем читать, как обычно, и посмотреть будем, что происходит вообще в мире. Буду вспоминать попутно, и потом в Инстаграм еще зайдем, иншаллах. Так, Верховный суд РФ признал антивоенный комитет России террористической организацией и запретил ее деятельность в стране. Ну, как говорится, это всем понятно уж, как говорится, все запретят, все нельзя. И, кстати, сегодня где-то я закидывал, кстати, дайте-ка зайду, если я его загрузил правильным образом, где-то сразу давайте мы его прочитаем. Где-то я загружал эту новость. Да, значит, я из ТикТока, что ли, его закидывал. Не знаю, откроют или нет. Сейчас. Нет. Это дичь какая-то тут. Здесь ТикТок не откроет. Тяжело ТикТок открыть. Ну, короче, что я там прочитал? С 1 марта или там с какого-то, ну, или с 1 марта, короче, новости
Может, и здесь найдем. Ладно, давайте читать дальше. О чем там говорится? Вступят законы о том, что алименты, алименщикам там в Москве 4 раза повысят, там в регионах, там, наверное, 10 раз повысят, потом еще какие-то косяки, там газ, там, если за газ не оплатил, там вырубят газ или что-то такое, ну, короче, дофига чё. Может, я где-нибудь найду, может, сюда закинули. Я вам прочитаю. Законы, новые законы Русни. Так. Что тут происходит? Правда о фильме «Брат». Ну, Лига свободных наций загрузила, но это пока тяжело будет загрузить его. Идем дальше, ладно. И из России я сбежал, потому что там идет пропаганда войны. Ну вот, помните, я вам говорил на том эфире, не помню где-то, вот этого про него. Вот Поцик, который сбежал, короче, из Пермской области, нет, Пензенской, нет, Пермь, Коми, Перми, или как это называется, короче, сверху, короче. 16 лет пацану сбежал из России в Казахстан. Из России я сбежал, потому что там идет пропаганда войны, все больше на улицах появляется военных, которые воевали и готовы убивать в мирной жизни за огромные деньги. Опасаясь призыва и отправки на войну против Украины, 16-летний подросток, сирота Тимур, бежал из России в Казахстан, чтобы попросить о международной защите. Правозащитница, он сказал, что не хочет жить в стране, которая развязала войну. После побега он записал публичное видеообращение, в котором объяснил свои мотивы. В Казахстане же суд первой инстанции постановил депортировать Тимура в Россию за незаконное пересечение границы. Ну, как всегда уж, короче. Я вроде читал про него уже. Что-то поздно его закинули сюда они. 2 марта, странно. Так, идем дальше. Башкортостан вновь оказался среди самых закредитованных регионов России. Ну, как всегда уж. Хабиров же, как говорится, бетонный Окшана Туалы, конечно, будет весь Башкортостан сидеть в кредитах. В начале 26 года республика заняла 80 место из 85 в рейтинге по долговой нагрузке населения и это уже 3-й год подряд. То есть проблема не случайная, а хроническая. Люди живут в кредит, перекрывая одни займы другими. Доходы не растут, цены растут, а и граждане вынуждены занимать, чтобы выжить. Ну да, а кто говорил там, зарплаты огромные? Всегда мне уши заливают. Огромные же у нас зарплаты. Где? Где в Башкортостане, в Татарстане? Ладно, это было бы так, да? Допустим, если бы я не был бы из Башкортостана, был бы, допустим, из Самары, и вы меня лечили бы об этом. Я же оттуда, и мне что-то, бізде ақша көп, қойда сізде көп ақша. И поражаюсь. Доходы не растут, цены растут, а граждане вынуждены занимать, чтобы выжить. Я же вам лично сам говорил, у моей сестры двоюродной зарплата на ЖД вокзал, ЖД вокзал, хотел сказать, на железке 30 тысяч рублей. Понимаете, 30 тысяч рублей зарплата. Что, бля, ничего я была. 30 тысяч. Вот здесь, грубо скажем, нам, как бомжам дают и то, больше, так сказать, больше. И то примерно нормально, 200 баксов дают, как говорится, в месяц. Жилье бесплатно, как говорится, еще один раз кормят, грубо говоря. А там она ходит на работу 30 тысяч рублей. Смешно же? Власти любят говорить о стабильности, но если стабильность это 80 место из 85, по закредитованности, то, может быть, стоит признать, что ситуация катастрофическая и надо срочно что-то менять, а то слепо танцуем под московскую дудку, уже занеся одну ногу над пропастью. Высокая закредитованность населения и бизнеса обычно не взрывается в один день. Она медленно съедает экономику, а потом любой шок, рост ставок, падение дохода, сокращение заказа, задержка зарплат превращается в цепную реакцию. Как где-то услышал, видосик такой где-то пронесся, они как раз прикалывались. Ну, чем хуже, тем вытерпим. Ну, россияне же это, как говорится, 41-45 же пережили. И мы же вытерпим. Да, мы вытерпим. А что мы? Мы же должны вытерпеть. Охрана пришла. Мы должны вытерпеть, потому что мы же, как говорится, выжившие такие воины, такие прошедшие войны, и мы можем, как говорится, бәрәңгі суында ішіп яшәргә. Суган суында ішіп яшәргә можем. И он лапти можно варить, короче, и топор кинуть туда, и, как говорится, суп из топора тоже могут. Нормально, жить можно. Вот примерно вот с такой темой риторикой они любят жить.
День рождения Михаила Горбачева, 95 лет. Кому, вот я поражаюсь, ну кому это надо, да? Ну надо же, Кушта Байраму это тоже надо загрузить, ну новости же, новости. День рождения Горбача. Че, он сдох, что ли? А когда он успел сдохнуть, блин? Он же вроде в Германии жил, сволочь. Как говорится, идем дальше. Башкирский экстремум. Экстремум. Ну, это зачем это вообще надо? Российские платформы удаляют песни группы Агаты Кристи за упоминание наркотиков. Да, насчет напоминания. Вспомнил, да. Насчет напоминания всего чего-то там ненужного, так сказать, в России. Все, кирдык, статья. Где-то увидел, где это снимают, я так и не понял, где это снимают. Там было написано Бухара, какой-то видосик был, пролетел у меня где-то, я не помню где, ВКонтакте что ли, или в Инстаграме. Получается, снимают слова, плакаты, где написано нерусскими буквами. Представляете, наверное, на латынице написано там, ну или на английском, так сказать, да, чтобы больше понятно было. На английском, наверное, было написано там Бухара, внизу ресторан, а сверху что написано, не знаю, но поздно, какой-то кусок непонятный, оторванный кусок видео. И получается, она говорит, вот, типа, докопались, все, типа, из-за этого заставили снимать, короче. Ну все, вот как бы так. Ну тогда, если это снимают они, ну тогда давайте в Башкортостане, в Татарстане, везде, где Озак-Тулик написано, давайте тоже развешивайте свои на нашем языке, на наших буквах. Озак-Тулик языгыз бүтін жерге, башқұрт тілінде бүтін нәрсе yazılsın, Татарстанда татар тілінде, урыстарда урыс тілінде yazılsın. Давайте договорились тогда, базара нет. Зачем нам английский вообще? Языгыз брендит, общий бір букваларда, как говорится, Кирилл буквасында болса да, разницы нету в данный момент пока. Мы, как говорится, независимость, как говорится, пока еще не взяли. И поэтому вот пишите тогда безне тілде. Бүтін китапларда безне тілде болсын. Бүтін нәрсе безне тілде болсын. Вот на это давайте, диктуйте вы тоже тогда, давайте, скажите все. Значит так, каждый на своем языке, окей, давай. Руснявые пусть идут на руснявском своем языке, пусть говорят, а мы на своем будем. Все, вот разбирайтесь, вот как-то давайте, школы открывайте, башкиртахем татар тілінде, детсады, школы. Все на своем языке, если вы так решили, как говорится, выкидывать английский язык с лексикона. У вас же половина русских слов из английского тоже состоит. Немецкие там слова. Дофига разных дебильных слов у вас взятых. НАТО не будет принимать участие в операции США и Израиля в Иране. Рютте. Ну, будут или не будут, не знаем. Тут же еще в Пакистане, вот как раз полиция Пакистана постреляет по протестующим в связи с атакой Израиля и США на Иран. Напомню, со вчерашнего дня в крупных городах Пакистана начались демонстрации в поддержку иранского режима, переросшего в столкновение с полицией. Ну, это новости Азербайджана. Это откуда они откопали новости Азербайджана? Закидывают нами. Получается, Пакистан-то при чем тут, я не могу понять. Я поражаюсь порой иногда над людьми, которые, как говорится, путают вот эти две, получается, наших масхабы, наши масхабы, да, так путают. Вот эти наши религии, да, путают. Одни другого мнения, другие другого мнения. И что-то начинается какая-то кипиш. Что я не могу понять вот этого. Но если до такой степени кипиш начинается, ну тогда в другом месте зачем вы лицемерите? Тогда там тоже исправляйте движение. Если вы пытаетесь друг друга поддерживать, как он сказал, будет везде джихад. Какому? Для кого джихад-то будет? Для суннитов или для шиитов? Джихад для кого будет-то? Для кого объявлен джихад, я не могу понять. Кстати, давайте зайдем. Кто это объявлял? Я же себе в телегу закидывал. Эту рожу бородатую. Так, сейчас. Сейчас, где этот старик Хаттабыч? Вот, появился опять какой-то старик Хаттабыч, Ширази какой-то. На куй он нам сдался, вот этот. Ишебез беткен, что ли? Ишен беткен, что ли? Ширази, иранский аятолла, объявляет джихад всему западному миру, США и Израилю. Ну, объявляй.
Наш при чем тут проблема, что ли? Нам-то что, ты нахрен ты нам вообще сдался, блин? Я не могу понять. Люди, которые, как говорится, опрокинули, так сказать, нашего пророка, которые просто, грубо скажем, забили, а теперь они объявляют. Ну, объявляйтесь. Ну, мы-то при чем? Понимаете? Вот в таких странных дебильных играх, как говорится, если лезут сунниты, я не могу понять. Тогда, когда сунниты голову поднимали, почему же их нету? Почему они-то их нет уже нигде? То, что вы можете мне сказать, а вон же по Палестине же они творили. Да, в Палестине они творили. Они творили каким умыслом? Умыслом того, что причиной этого, чтобы дать, как говорится, леща, так сказать, евреям. Всего лишь так. А не того, чтобы думая о тебе. Они не думают о тебе. А российским мусульманам, вот мы северные мусульмане, башкортлар, татарлар, Кавказ, мы, грубо скажем, выше их все равно, да, на севере мы, северные мусульмане, да, как кто-то где-то обозначил нас. Вот северные мусульмане вообще не при делах. Я вообще не подписываюсь под эту тему. Я вообще не подписываюсь. Почему? Потому что я не могу понять, получается, их позицию, когда, получается, нашим помогают, чтобы долбить Украину, убивая моих башкиртов и татар, создавая эти шахеды. А понимаешь ли, когда там что-то, и там, оказывается, джихад им нужен. Ну, катитесь. У вас же шахиды есть. Катитесь со своими шахидами. В пятую точку засуньте их. Заберите его нафиг с Алабуги, это шахидская зона. Зачем вот это нам нужно? Поэтому я считаю, вот эта система лицемерия, так, двойных и двадцатых, так сказать, не двойных даже, 20, как говорится, как это говорят, лицемерство нам не нужно. Зачем нам вот это лицемерие нужно? Вы сперва научитесь, так сказать, ушлепки, мягко выразиться, как без камня молиться. Камень отодвиньте как-то, я не знаю, уберите камень хотя бы. По-человечески научитесь молиться. 5 раз, а не 3 раза. Нормально молитесь. Придите, как говорится, к истинному пути. А не так, что, если помните, я где-то говорил, не говорил, прочитал, как они поменяли религию. Вначале они, оказывается, были эти, особенно айзера. Айзера были, получается, вначале, оказывается, суннитского толка. Потом какая-то сволочь пришла, их надоумила под шиизм. Потом вот надоумили, сейчас теперь еще они крестоносцами стали, еще 1 миллион. Я не могу понять. А завтра они станут, блин, жопопедальными, голубизной. Тоже нормально. Понимаете, неопределенные личности на земле, их много. Вон, коровники, индусы есть. Понимаете, вот я вот их почти с коровниками и сравниваю. Эти, получается, об камень бьются головой, те об коровы, как говорится, молятся, мочу пьют, коровью. Одно и то же. Как говорится, цыганский табор конкретный. Поэтому нам с ними, как русский сказал бы, детей не крестить. Нам нафиг они не нужны нам, такие люди. Поэтому, вот наблюдая вот этот бардак, опять-таки возвращаюсь к своим мыслям. Нам не нужно на кого-то надеяться. Дуслар, вот поймите, вот смотрите. Теперь прикол здесь получился. Вот это я ведь не сказал вроде бы, хотел сказать, вот забыл. Вот смотрите, прикол в чем? Вот сейчас их бомбануло, как говорится, вот это Америка и Израиль. И теперь вопрос нашим башкиртам, татарам, там, Кавказу и так далее. Мы кого будем просить, чтобы нам помогли убрать Путина? Получается, иранцы просят, чтобы Америка им помогла, они молились Америке. И Трамп сказал, все, я вам помог. Все, идите дальше, решайте вы сами.
Будете сносить там всяких этих аксакалов или не будете там что-то делать. Вот что-то в этом роде. Теперь наша роль. Ну, представьте, это мы теперь. Все, мы разобрались, все, тишина, все, закончился этот Иран, забыли. Все, лет 100 прошло, мы забыли. Теперь наш метод, как, у нас какой метод будет? Мы куда побежим? Кашапов, куда мы к Эрдогану бежим? Да Эрдоган что-то не может. Он не может, он просто бла-бла-бла-бла-бла и все. Он не может помочь. Кому мы побежим? Вы думали об этом? У кого мы будем просить? На коленах станем, наверное, да? Будем умолять. Ой, дайте нам, дайте. У кого? Вот киньте мне мыслю. У кого мы будем просить? У Европы, у Трампа или у Бразилии, я не знаю, у какой футбольной команды мы будем просить помощь? Из Австралии, может, кого-нибудь пригоним? Страусов, которые растопчут, как говорится, путинососов. От кого будем просить помощь? Вот этот вопрос. Теперь возвращаемся минус 3 года, когда я только начал, не понимал еще, что такое вот эта вся тема, начал вникать, то все. И потихоньку я вам излагал свою мысль. Как говорится, доперло до меня за этот период. Я понял за этот краткий период, не как Кашапов 30 лет понял, он недавно только есть, помните, в 26-м году только он понял, воюет 30 лет твой, он понял, что от Эрдогана толка нет, а на кого же надеяться? А я вам изначально вот эти 3 года долблю о том, что biz o'zimizga ishonarga tegishmiz, do'stlar. Tug'onlar, siz mingrov bo'lib yashamaysiz. Men mingrov tugul, Allohga shukr. Mana u sizni mingrovligingiz mana shu narsaga darajaga olib keladi. Borib ertaga shaytonga da bo'ysunasiz. Уже bo'ysungansiz endi, shu Putin shaytonga bo'ysungansiz, so'g'ishga ketib borasiz bet endi. Putin ketgach, ikkinchi shayton kelajak. Понимаете? Эта власть не сменится, пока мы его не сменим. Когда мы будем готовы уничтожить Москву? Наша задача уничтожить Москву, вы поймите это. И как это будет происходить у вас в голове? Как у вас это вот, как говорится, мысли без помощи кого-то, как вы будете это делать? Вот меня вот это тревожит, этот вопрос меня. Аж иногда ошума keltiradi bu narsaga. Chunki sizda qilingan ishlarga javob yo'q. Men boshqa bilan Totardan javob kutaman. Javob yo'q. У Айсен Аббасов, Кашаповlar сули, каждый день, лишь бы у них эфир шел. А я думаю, что сказать вам. Мне каждый день эфир не интересен. Я бы мог и каждый день читать вам вот эти новости, рассказывать какие-то небылицы. Зачем это мне надо? Безрезультатно. Меня результат керек. Nishlaymiz mana biz. Mana nishlaymiz mana. Boshqirt bilan Totar so'g'ishga bormoqni to'xtatirga kerak. Ukrainaga bormasqa. Shuni to'xtatirga kerak. И Moskvani yo'g'altirga shuni biz, как говорится, ishlab chiqarga kerak. Natija kerak bizga. Natija yo'q. 3 yil meni vaqtim o'tdi. Natija yo'q. U meni bilan so'lashalar yoshlar. U yoshlar bilan далеко не уйдешь. Yoshlar bilan ish bo'lmaydi. Ularga qo'lini avtomat tutira olmaymiz. Albatta, u avtomatida yo'q. Шунарга, как всегда я говорю, повторюсь, чтобы вдруг какие-то новенькие сидят, от 30-50 лет нам нужны мужики. 30-50, которые все уже шляр беткан, наготове они, как говорится, женились, детей создали, семью создали, все, 30-50. Вот такие люди нам нужны, которые готовы будут пойти против Москвы и навести порядок. Нам, как говорится, вот эти, как у Ирана получается, это государство целое, на это государство нападение. А у нас вообще другая история. У нас не у кого просить помощи. Понимаете? Это народ их не просил. Почему? Потому что какой-то там черт, принц их не живет там в Америке. Это его инициатива была. Это вот это и есть их оппозиция. Это, как говорится, триггернуло. Оппозиция это куттишеген chiqgan. А bizda yo'q qanday narsaga. Chunki bizni, так сказать, boshqa Татарстанni отдельной davlatida yo'q bitali.
Улпылсай отдельно, и что-то там внутри раздолбать это можно было бы. А это же ведь еще внутри, получается. Под двумя оболочками мы находимся. Получается, бізге Хабировны алып ташларға керек, потом Путинны алып ташларға керек. Или того, или этого надо. Туда и сюда. Вы решайтесь. Кого первым мы чпокнем? Или мы лучше Путина чпокнем, по моему плану. Хабиров сам сбежит, потом мы его найдем. На Луну все равно не уедет. Найдем, из-под земли вытащим. А вот Путин уйдет. Путин уйдет, как говорится. А вот, мысль еще, которую я сегодня разрабатывал, скажу. Путина нам надо живой брать. Это нам точно трамплинский метод не нужен. Путин нам нужен живой. Я же вам всегда говорю, Путина мы поставим, как говорится, не знаю, в каком виде вы его будете одевать, как говорится, как орангутана оденете, там в трусах только он будет лазить, под стеклянной колбой, там, как говорится, на земле, кремлевской земле будет музей. Он там будет жить и, как говорится, рассказывать, как говорится, сказки всему, как говорится, туристическому потоку. Вот как-то так хотелось бы, чтобы они были живыми, чтобы туда пригоним Лукашенко, всех диктаторов туда соберем. Асад там будет, если живой останется. Всех туда загоним. Вот как-то так хочется, чтобы он был живой, понимаете? Ну, конечно, мы пока расшатаемся, он сам по себе сдохнет. Вот что печально. Путин живой нам нужен. Чтобы, над ним тоже надо, как говорится, эксперименты проводить. Не только же он эксперименты проводит над нашим народом. Так, ладно. Ну, это прикольно. Давайте уж просто от темы отойдем. Самое милое за сегодня. В США где-то медведя приютили. Вот почему так это всегда там происходит? В России редко такое увидишь. Как хищник, да? Ох, как стоит. Порой аюны, білесізме? Аюны мен шулай улим. Зурайган да енді бұл қарағыз. Вообще үскен. Аюны мен шулай улим, Аллах Тағалам бізге аюны білесізме нешек ішлеген? Ол кіші кебек. Мына қарап тұрсаңыз, аюға мына мен көп көрем видеолар аю турында, кіші кебек. Повадкалары да кіші кебек. Мына как будто ол, может, кіші болған в прошлом. Да ведь? Вот как подобие кіші ішленген ол. Мне шуна кажется, нету другого какого-то животного подобия как аю. Вистиге басып тұрса енді вообще кішіге айленайын аю, если так посмотреть. И у меня такое чувство, я не знаю, как человек аю, ну вот это медведь как человек так выглядит, как будто человек, но если человек такой мощный, если, допустим, да, вот он как медведь получается, а медведь как человек, вот такое чувство, потому что и лапа у него подходит к этому, считай, огромная, и ноги, и мощность, как говорится, как говорится, само собой мы-то слабее, а он вот как будто человек, у него тело, как будто как у человека, грубо сказать, да, как бы. Я так считаю. Это такое интересное животное. Да, все маленькие классные. Так. Трамп об Иране. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Ну вот вопрос задать бы Трампу. А что он сделает против Путина? Пусть также тогда Путина тоже уберет. Понимаете? Тут, конечно, у меня сидит один такой внутри тема. Понятно, мы понимаем, как говорится, это хоть и эти какие-то шииты, получается, иранцы, как говорится, все-таки мусульмане. А те крестоносцы. Понятно, я, альхамдулилля, мусульманин, я понимаю это. И поэтому, исходя от этого, замочить, получается, диктатора, мусульманского диктатора крестоносцами, это не порядок. Но в то же время нужно нам понять, когда
Бесчинство происходит. Вот как в асадовских тюрьмах. Асад так, вроде бы тоже мусульманин, а убил столько сирийцев. Уму непостижимо. После этого, понимаете, здесь Аллах Та'алям нам посылает как раз-таки вот таким людям, посылает другого, более, так сказать, хоть и непорядочный, хоть и он в своих амбициях, но делает дело. И самое главное, делает дело за мусульман. Хоть и не наши, как говорится, волны это люди, но все равно это как-то, знаете, неприятно. Неприятно получается. Это получается, мы слабее, получается, морально, не физически, а морально слабые убрать своего. Вот как в Узбекистане. 37 миллионов как терпели Каримова, пока он не сдохнет. И говорят, Каримов хороший был. До сих пор мне на нервы действует, пишут эти комментарии. Каримов хороший был. Да, хороший был, да, отличный. Мой Андижан весь в крови утопил. Отличный чувак был, отличный. Поэтому мы одного только не берем в толк, что на этих ошибках, на этих граблях не можем у себя порядок навести. У своих странах. Как я всегда даю намек, когда в Дагестане, особенно вот Дагестан, топит за Палестину. Меня вот это бесит. Я говорю, братья, Дагестан, так нельзя. Ну, понятно, там, как говорится, половина из них за Москву топит. У нас не лучше. Но Дагестан, который топит за Палестину, я их понимаю, как истинных мусульман топят за Палестину. Как они искали там в турбине евреев, это вообще класс вообще. Я не знаю, за такое действие им бы медаль дал бы. А их посадили. Как Алсынова, грубо скажем, для Карахалак. А это прям в наглую евреев искали. Тот-то не сказал Карахалак какой-то нации. А эти прям объявили, как говорится, джихад на евреев в Дагестане. Поэтому, исходя от этого, я понимаю, что если Дагестан был бы свободный, я вообще сказал бы, все, кончайте Израиль. И все. И все. Я бы с удовольствием, как говорится, в эту тему подключился бы. Но где наша свобода? Где наша свобода? Пока у нас нет свободы, мы не можем где-то вякать даже. Это, знаете, как будто бы покричал на какой-то фигне, короче, на футбольной команде. За этих поголосовал, и домой пошли потом. Пиво выпили и домой пошли. Вот как-то вот так, понимаете? Ну, неинтересно. Неинтересно это, понимаете? Но если бы оно было бы, так сказать, результативно, допустим, как? Допустим, если у нас были бы какие-то войска в Башкортостане, в Татарстане, мусульманские войска, армия, в Дагестане, в Ичкерии, и мы собрались бы, сказали бы, так, евреи, вы или умнетесь, или мы зайдем. И все, зашли бы. Мы не как Эрдоган. Мы зайдем. 2 года Эрдоган заходит. Где он 2 года зашел? Где этот Эрдоган, я не могу понять. 2 года я уже живу, вот туда-сюда околачиваюсь, а он до сих пор не может зайти в Израиль. Вот из этой категории. О, машаллах. Вот, брат, мусульманин, как подарок, чипсы, как говорится, подогнал. И самое интересное, вот, это курд из Турции. Курд из Турции раздает как бы садаку всем мусульманам, братьям, вот здесь живет. Ну, наверное, работает человек, поэтому он может раздать. Не как те узбеки, которые с меня содрали деньги за ифтар. Так, бесплатно дал. Как говорится, он не просит у меня. Он говорит, наоборот, на, возьми. Так, как-то так. Идем дальше. 3 дня провел в снегу вместе с трупом. Появились новые подробности о погибших в Пермском крае туристах из Уфы. Ну, Пермь, Урал, что происходит там? Интересно.
туристы опять куда-то поперли в горы. Вот не живется им спокойно, а? Так, о, Мухаммад, валейкум ассалам. Я этот что-то не смотрел, думаю, опять кто-то пишет. Да, Башкортостан, Дагестан, ассалам алейкум. Ичкери, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Алга, само собой. И еще и картины развешивают по улице. Горбачев умер в 22 году. Ага, понял. Так. И что тут эти... Путешественники попали в метель, группа разделилась. Трое, включая опытного 68-летнего походника Сергея, вырыли углубление в снегу и укрылись тентом. У них были запасы дров, горючего и продуктов, но почти все осталось нетронутым. Через какое-то время один из мужчин вышел из убежища и замерз. Его тело найдут позже. Остальное провели под снегом 9 дней. 3 дня назад один из них скончался, и Сергей остался телом погибшего. Еще двое туристов приняли решение уйти с места стоянки, однако их нашли мертвыми 3,5 км от убежища. Известно, что снегоходы остались на месте, а мужчины отправились в путь пешком. Эксперты предполагают, что мужчины действовали в панике. Выжившего Сергея нашли в критическом состоянии, но в сознании. Его отогрели, напоили чаем. У него сильное обморожение рук и на ноги в порядке, но ноги в порядке. На частном вертолете его доставили в больницу Красновищерска. Жить будет, сообщил волонтер. Туристов нашли на горе Гуроб, на плато Кваркуш, менее чем 100 километров от перевала Дятлова. О, опять это перевал Дятлова, где в 1959 году погибла другая группа туристов. Причина той трагедии до сих пор вызывает споры. Вот тебе и на. Он объяснил, когда-то эти Дятловы в натуре куда-то потерялись, эти туристы в свое время. Фигня какая-то. Ну, мен мындай нәрселерни ишетсем, бир жактан ышанмыйм, икенчи жактан ышанам бир жакка. Шайтан юлында йөриләр кешеләр, әллә кайда кирәкмәгән җирләрдә. Аллаһ Тәгалә нәрсә безгә әйтә? Үзеңне сакла дия ул. Кирәкмәгән җирдә нәрсә йөрисең? Нәрсә, җәй беткәнмени? Җәй көне бар. Җәй көне ысык 30-40 градус бар. Баршында Уральские горыларга. И там найдешь наверху снег. Но зато хоть не замерзнешь. Я не пойму таких. Үзе үлем эзләп йөргән кешеләрне аңламыйм. Самый вопрос интересный, что үзләре үлем эзләп йөргән кешеләр, куда же они попадут? Ну вот они, как бы, само собой, это русские или кто там они были. Само собой, они, наверное, будут отвечать по своим заслугам, наверное. Ведь то, что они неверующие, я не знаю, как это будет происходить. Потому что они же как бы спонтанно умерли. И как это будет происходить на том свете, тоже интересный вопрос. Это задумываюсь всегда, но ответа так и нигде еще не нашел. Так, идем дальше. Так что Башкортстан bilan Татарстан yürümegiz әллә кайда. Үтәләнеп әллә кайлар yürümegiz. Салкын екен, өйдә утыр. Азербайджан стал мостом спасения для 19 стран. На фоне напряженной ситуации в регионе из Ирана уже эвакуировано 312 человек, из них 101 граждане Азербайджана. Но самое главное, мы не ограничились только своими. Наша страна помогла еще 211 иностранным гражданам вернуться в безопасное место. Как это так? Как это так они решили помочь своим соседям, а? Как это так? Как мне сосед же первый день сказал. Типа это северный Азербайджан и южный Азербайджан. Типа одно и то же, по идее. Порой я уже сомневаюсь, как говорится, в озерах. Кто же они? Среди них люди из Китая, России, Пакистана, Саудовской Аравии, Таджикистана, ОАЭ, Иордании, Катара, Бангладеш, Филиппин, Непала, Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции. И далее такие поступки показывают настоящее лицо государства. Азербайджан не делит людей на своих, на чужих, и когда речь идет о безопасности жизни. Гордимся тем, что в нетрудный момент наша страна становится островом стабильности и поддержки. Вот это и есть наш Азербайджан. Үзең мақтамасаң, кім мақтайды сені? Кімге сен керексің? Удивляют люди. Просто поражаюсь, как говорится. Вот поэтому я и говорю, Бетенда, когда у тебя сосед нормальный сосед, допустим, вот как я всегда это даю, как говорится, знать о Казахстане, то можно, как говорится, положиться. Но когда у тебя сосед русский, ты кому положишься? Ты кому положишься? Башкортостан и Татарстан, вы на кого расчет берете? На Турцию или там на Азеров, которые 3-9 земель? Как-то что-то странно. Это люди, точнее, этот Ильхам Алиев недавно, который говорил, что в Палестину люди не поедут.
Понимаете смысл какой? Поэтому, когда идет вот от такой помощи, это же тут же людей не надо убивать. Они как бы лицемерно могут помочь. Лицемерно помогут, да, ну там, чай тебе дать, приютить там, туда-сюда, это государству денег как бы вообще не стоит этого. А вот авторитет свой поднять могут. Юг авторитетом куйтарыга улилар инде. Таким образом. А вот за 3-9 земель в Палестине против Израиля тишляры утмей, тишляры утмей. Джин-джин делает, 5-я точка. Понимаете? Дух-то юг. Понимаете? Они только могут люлей дать армянам своим, соседям. А Израилю они не могут. Потому что это, как говорится, все нации сами тоже перешлепанные с этими яхудами. Как они могут дать помощь? Как они могут дать помощь друг другу? Друг друга убивать, что ли? Если они оба тоже перешлепанные яхуды. Алиевы, вот эти, так сказать, бакинские евреи. Поэтому я считаю, что каждая вот эта система, которая вот в Азербайджане, в Турции, должна сдохнуть должна. Вся эта система верхушка. Вся верхушка должна. Вот начиная от Путина, вся зачистка должна быть. Так что делайте дуа, чтобы Аллах Тааля всех их прикончил в своих же ложах. В своих ложах. Мы, чтобы проснулись, иншаллах, вот в течение Рамадана, и обнаружили, что Путин сдох, Эрдоган, Алиев, там, Тукайка, Хабиров, Миниханов, Кадыров, все сдохли. Ким Чен Ын, все, китаец, Си Цзиньпинь, все сдохли. Трамп, Нетаньяху, все сдохли, чтобы. В Европе Орбан, чтобы сдох. Венгерский черт. Венгерский черт тоже, чтобы сдох. Ублюдок. Все, чтобы сдохли. Все, кто делает зулм на этой земле, пусть сдохнут. Вот как-то так. Вот на это делать можно дуа, я считаю. Смело. Потому что, как говорится, мы не хотим жить в таком контингенте. Мы не хотим терпеть Путина. Вот как-то так. Какая там может быть поддержка Путина? Только наши манкурты могут поддерживать Путина, который, как говорится, убивает своих же, так сказать, наших. Не знаю, вот это. Почему не доходит нашим людям? Россия на игле. 3 страны, где не смогли заблокировать Телеграм. Заблокировать Телеграм и другие соцсети, решить все проблемы одним указом выглядит заманчиво. Но не всем это удается. В 2021 году в Узбекистане глава Ускомнадзора лишился своего поста за несогласованную блокировку. Запрет сняли за несколько часов. В 2023 году в Бразилии блокировка Telegram продержалась 3 дня. Ее отменил суд из-за ограничения свободы общения. В 2025 году в Непале блокировка соцсетей привела к революции поколения Z. Ограничения быстро отменили, но в протестах погибло более 7 человек, а премьер лишил своего поста. Ну вот посмотрим, 1 апреля, да, сказали, никому не веря, 1 апреля, правда ли это, закроют Telegram. Если закроют Telegram, то последний метод остается ВКонтакте. Мы через контакт будем общаться, наверное, с родными. Другого варианта нету. Так что загружайте в ВК, и там будем общаться. Макс, я надеюсь, не буду скачивать. Надеюсь, он не будет здесь работать. Израиль атаковал Ливан. После обстрела Ливаном Израиль последний атаковал склады оружия и другие военные объекты Хезболлы в нескольких районах Ливана. Начальник Генштаба Израиля заявил о начале наступления против Хезболлы. Мы начали наступление против Хезболлы, мы должны быть готовы к очень напряженным интенсивным дням боев. Ну, будем посмотреть, что я могу сказать. Бомбят. Но я считаю, что безге мынардан істі да түгіл, салқын да түгіл. Башқұрт белән татарға бұл всего лишь, знаете, что должно быть? Это должно быть как демонстрация того, что мы должны будем делать в будущем. Понимаете, да? В прошлом году мы видели, как в Сирии порядок навели.
В этом году видим Иран. До этого посередине где-то мы увидели еще Палестину, как говорится, замочили, грубо скажем, Израиль убил всех, грубо скажем, все раздолбал. И вот 3-4, Украина, что я его забыл, Украина вот. 4 примера для нас уже наготове. 4 живых примера, которые мы за 4 года увидим. Кстати, с 22 года же это бардак начался. Вот мы видим в течение 4 лет, что произошло в мире. И вот это как раз үшін дәріс боларға тиіш бұл нәрсеге. Бұл нәрсеге бізге башқа білген татарға, Дагестан, чеченларға да бітін мы должны, как я не знаю, как пример того, что мы должны делать и что мы не должны делать. Из этого мы должны выводы делать должны. Сделать вывод, из этого вывода сделать, как говорится, вот они орут жестко, я не знаю, зачем они орут так. Я сам себя не слышу, блин, а. Орут они, как эти врезанные петухи, блин. Короче говоря, нам нужно сделать вывод от этих 4 вот этих войн. Пока мы, наверное, вывод будем делать, еще какая-то 5-я война будет где-нибудь, я не знаю. 6-я, может, будет еще. Как-то так. Так, ну вот, друзья России, что с ними произошло? Видосик маленький. Ой, наш песенка детская. Ой, блин. А садик? Так что вот, Саддам Хусейн был казнен 30 декабря 2006 года. Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года. Виктор Янукович бежал в Россию 25 февраля 2014 года. Башар Асад бежал в Россию 8 декабря 2024 года. Вот, 2 года этому, 8 декабря. 2 года этому ушлепку, Башар Асаду. Николас Мадуро был захвачен и арестован 3 января 2026 года. Али Хаминей был убит 28 февраля 2026 года. Ну а что, круто? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 человек были, что-то с ними произошло. Крепкая диктаторская дружба оказывалась чаще всего Филькиной грамоты. Почти никому из вышеперечисленных Путин не помог. Да. Какой помог, блин? У меня сейчас такое чувство, знаете, как... Я не знаю, это мои мысли появились. Короче, вообще, мне кажется, эти посреднические, так сказать, страны Путину и Трампу вообще не нужны. Путин и Трамп хотят миром править вдвоем. Понимаете? Они друг друга не будут убивать. Они, как говорится, готовы еще лет 100 жить, править этим, как говорится, оставшимся миром. А мы, как лохи, как терпилы, должны терпеть это все. Понимаете? Надеюсь, меня слышно? Так орут, так противно орут, меня уж достали они, блин. Надеюсь, меня слышно? А то я себя не слышу порой. Вот это писклявый его голос, блин, ужасный. Нервы какие. Россия не прощает попыток с собой дружить. С собой дружить. Комментарий кто-то написал. Ну, чё, я считаю, что это не дружба, а это, так сказать, метод убирания конкурентов. Вот метод убирания, так сказать, тут ведь еще интересно, как, чьих конкурентов? Получается, все-таки вот эта холодная война или как-то там вот это вооружение, как сказать, соревнования идут все-таки с Америкой и с Россией, и поэтому нижние плинтусные люди не нужны, чтобы они палки в колеса не ставили. Им не нужны они. Без них они, как говорится, могут. И вот они поэтому, как говорится, убирают того, так сказать, в шахматном порядке ненужных людей. Убирают ненужных людей и таким образом... Сейчас вот здесь головоломка приперлась. Таким образом, получается, они делают метод
так сказать, ну, очищение, наверное, какой-то территории на какой-то период. Только так, я что-то не вижу, конечно. Но, как и уже везде уже написали, что там ничего не поменяется. В Иране ничего не поменяется, там, я не знаю, в других местах тоже ничего не поменяется. Все будет так же. Ничего не сменится. Просто будет какая-то другая, так сказать, голова. Чуть-чуть по-другому будет распорядки делать, а остальное все останется так же. Тут я считаю так. Ничего толком не изменится. Так, вот здесь 3 человека, Рахмат, в Ютубе сидят. Я в тот день очень много говорил. Я вот так по часу сейчас я вырублюсь, зайду еще раз. А ТикТок пусть стоит. 29 человек в ТикТоке, Рахматзур. Сейчас здесь я выйду и зайду обратно.